Абиони Махеичевич Царев Сузов. Степанов. Ну, мало ли, никто не планировал. Степанов. Что не подготовят, как экспонат в вашем музее. О, замечательно. Вот только недавно был какой-то фильм очень... «Сваты». «Сваты» или как правильно. И там фигурировал как раз вот такого типа приемник. ВЭФ. Это не ВЭФ, да? Уфа. Ага. Который является сегодня очень большим дефицитом. Спасибо. Это тоже дефицит. Я понимаю, это из той же серии. Спасибо большое. Это очень хорошо, когда к нам подали. Будут на йоге, вечер. Ну, к сожалению, я ничего не приготовил, бумажки нет. Я хочу сказать несколько слов о Тима Вене, потому что его творчество как раз знаменует то, что коми-литература, современная коми-литература начинается как раз от творчества Тима Веня, потому что до сих пор его исследователи немножко обходили стороной языковеда, так как считали, что это такие крупные произведения, не романы, не эпопеи. Вот. И очень хорошо, что и появились целые диссертации, посвященные языку Тима Веня. То есть мы его всегда помним, изучая и его творчество, и его язык. К сожалению, конечно же, он очень рано ушел от нас, и не по своей вине был репрессирован. Но я очень хорошо помню и про меня юности Сталева, потому что как раз он работал еще в институте, когда я поступал. И могу сказать, что с Правителем Ионовичем были какие-то личные взаимоотношения. Так он был такой человек, достаточно замкнутый, он был как бы в своей среде жил, но он всегда очень выступал активно на разных собраниях партийных по многим поводам. И то, что он собрал, это, скажем, коллекцию народных инструментов. В другой бы на месте его с этой коллекции сделал бы диссертацию или какой-то огромный такой труд отпечатанный. Но он занимался очень многими вещами, в том числе и практическими. Он много консультировал, работал с композиторами, с артистами, и в его кабинете, куда очень редко, конечно, проходили, вся стена была вышена этими инструментами. И, кстати, он сделал очень много. Он застал еще готование этих древних, можно быть, несколько примитивных, таких простых народных инструментов, и все это зафиксировал, собрал. Если бы он это не сделал, все бы давно уже пропало. Мы бы имели новый, скажем, вот в области инструментов и музыки. К сожалению, он тоже очень рано ушел из жизни. И времена, в советские времена, хотя и на излете советского времени, пенсионеров особо не жаловали, когда только исполнилось мужчине 60 лет, так сказать, выдворяли на пенсию. Не то, что теперь у нас, 80-летние работают, а теперь тогда было очень, так сказать, времена более суровые, и, к сожалению, вот после того, как он оформился на пенсию, тоже не только. Мы будем его помнить, одного из талантливейших представителей этой семьи. Я так поняла, про Иону вы мне ничего не рассказывали. Ну, я не успею. Не надо так. А если